Слово для выступления предоставляется представителю Министерства юстиции Бабаевой Наргизе Маратовне. Еще раз здравствуйте, уважаемые судьи. Ранее Министерство юстиции направляло свою письменную официальную позицию. Позвольте остановиться на некоторых моментах вкратце. Согласно частям 4 и 5 статьи 29 Конституции Кыргызской Республики не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации, информации о частной жизни человека без его согласия, кроме случаев, установленных законом. В соответствии со статьей 66 Закона о банках и банковской деятельности, банковская тайна – это любые сведения, которые были переданы клиентам банку, либо созданы банком, либо возникли иным образом в связи со взаимоотношением банка с клиентом, включая их преддоговорные отношения в ходе осуществления банковской деятельности. Требования настоящей главы распространяются также на иные юридические лица, поднадзорные Национальному банку. Так, согласно частям 1, 3 и 5 статьи 67 Закона о банках и банковской деятельности, банк вправе предоставить информацию, составляющую банковскую тайну, любым лицам по отдельному письменному согласию клиента, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Также, согласно, получается, части 3 данной статьи, информация, составляющая банковскую тайну, предоставляется банкам, суду Кыргызской Республики на основании судебного акта, органу финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации отмывания преступных доходов, уполномоченному налоговому органу для целей налогообложения в соответствии с налоговым законодательством. Также кредитным бюро в соответствии с законом о сфере обмена кредитной информацией. При предоставлении информации, составляющей банковскую тайну в соответствии с частями 2 и 4 настоящей статьи, согласие клиента банка не требуется. При этом обращаем внимание, что налоговым кодексом установлено обязательство банков по предоставлению запрашиваемой информации, составляющей банковскую тайну. Наряду с этим, согласно абзацу 4 части 1 статьи 24 Закона Кыргызской Республики об информации персонального характера, держатель, обладатель массива персональных данных вправе передавать эти данные другому держателю без согласия субъекта персональных данных в случаях крайней необходимости для защиты интересов субъекта персональных данных по запросу органов государственной власти, органов местного самоуправления, если запрашиваемый перечень персональных данных соответствует полномочиям запрашиваемого органа. На основании изложенного отмечаем, что подпункта А, Б, пункта 1, части 1, части 2 статьи 146 Налогового кодекса Кыргызской Республики полагаем, что они не противоречат частям 4 и 5 статьи 29, части 2 статьи 66 Конституции Кыргызской Республики. Алмазбекович, у вас есть вопросы? Нет вопросов. Уважаемые судьи, есть вопросы к представителю Министерства юстиции? Присаживайтесь. Спасибо.